Ребят, всем привет. Блин, на снег вообще невозможно смотреть. Ну что, второй выезд по Налиму. Весна, 2026 год. Середина апреля, ребята. Ранняя весна, очень ранняя. Второй выход. Первый выход вы видели. Я сюда приезжал, ребята. Но за 2 дня ничего не изменилось. Ну, немножко подтаяло, да, согласен, есть прогалы. Но снега еще много здесь. Ну, полка открыта, ребят. Рыбачить самое то. В данную воду, в данную пору, как бы здесь можно поймать налима. Я здесь и леща ловил, и езя ловил. Ну, в общем, здесь интересная обровка. Даже зимой она стреляет. В этом году я здесь был, у меня жерлицы здесь стояли. И даже поймал хорошую щуку. Кто помнит, ребят, сейчас ставлю. Найду, если фрагментик. Как зимой выглядит обстановка, да, вот. И как вот сейчас. На килограммчик такой. А то как-то скучно. Ух ты. Ничего себе, ребята. Слушайте, трофей. Хороший налим, ребят, хороший налим. Налим идет как бревно. Бровочка не подвела. Все равно мусик вышел. Багор нужен. Ух ты, блин. Нужен багор, ребята. Не лезет ни в какую. Он пролез. А это щущендра. Ни хрена себе. Здоровенная. Ё-моё. Вот это Клара Захаровна. Вся в пиявках, смотрите. Стоит щука, видите? Все в пиявках. Четверка, пятерка, наверное. Вот это повезло нам, блин. Ё-моё. Охренеть. Вот эта дурочка. Прибавочка. Жесть. Что, ребят, красотка, а? Ну, килограмма 4, наверное, есть. Завесим. Уже замерзает. Моментально. Ой, какая девка. Блин, фартанула-то, а как? Одна единственная. Ну, точнее, две, там мелочь какая-то. Налим, скорее всего. А тут такая бегемотка. Нехилая. Фу, вот это супер. Ну вот хоть так привалило бонусом, да, сразу. Приятно. Вспоминаю, ребята, здесь вчера была поклевка на крупного карася. Огромного. Не знаю, он где-то подснегал. Я решил поставить также огромного карася. Ну, то, что самые большие в Кане были. Вот. Да. Сейчас покажу, ребят. Вот, смотрите, какой карасимба. Видите? Огромный. Я точно вспомнил. Вчера здесь тоже были порезы на крупного карася. Я говорю, нифига себе заело. Ну, вы помните, да? И потом в Кане, думаю, найду опять крупного. Видите, из всего ряда она взяла самого крупного живца. То бишь щука сейчас очень... Ну, вся рыба сейчас пассивная. И как бы для атаки ей выборочно съесть лучше крупного, чем мелочь. Охренеть. И вот такая... В общем, такие дела. Ну, рыбачить можно, ребят, ночевать никак. Соответственно, ну, пятаки маленькие. Ни костерок, ни полежать. В общем, я в прошлый раз отсюда уехал. Нашел место прикольное. Даже 5 поклевок было. Ну, там 2 налимчика, да, грубо говоря. Ну, старт, ребята, открытый. То бишь 2 налимчика, 5 поклевок. Вот. Я так рано никогда не открывался.
В общем, сюда ходом пришел, смотрю, блин, снег. Думаю, хоть какая-то полка открыта будет, хоть палатку поставить там, как бы, и нормально. Пускай везде снег, палатку поставим, как бы, и... Нет, есть там, но они все кривые. Придется, ребята, снег вставать, короче. Будем вспоминать зиму. Я сегодня налегке, как сказать, налегке. В прошлый раз я не брал палатку, соответственно, я не беру и печку, и раскладушку. Вот, это тоже очень габаритно, все тяжелое. Ну, сегодня в плане того, что я сегодня не стал брать пилу, потому что я взял брикеты. Пачку брикетов мне вот так за глаза хватит. Брикеты надо сжечь потихоньку, так что нормально. Ну и вот, четко все можно рыбачить. Примерно прикинул, вот с этой полки 3 донки и вот там 3 доночки. В последнее время все работало там. Не именно в яме, а именно на меляке. Так что вот такие дела, ребятки. Погода огонь, но ночью холодно, минус 6. На реке, наверное, будет прям вообще. Снег уплотнился, вот, и ночью он прям как бетон будет. Можно тут бегать, короче, по снегу. Короче, будет такая весенне-зимняя, ребята, обстановка. Снег, конечно, уже надоел. Ну, что поделать. Ладно. Какие-то все равно получается, опять же, какой-то опыт, да, небольшой. Потому что, ну, вот, как-то оно так. Не тает северная сторона и вот не дает, как бы, солнце. Южная сторона, вон вся, пожалуйста, открыта. Сухо. Ну, мест сейчас мало, ребята, и, соответственно, ну, не везде можно встать и везде половить. Так что так. Давайте пойдем поставим палаточку, лагерь, все приготовим. И уже к 5 часам надо расставляться, потому что в прошлый раз у меня в 5 часов уже было первый налим. Такие вот, дела. Ребят, тут более-менее ровно. Вот здесь и поставлю. Да, снег плотный, уплотнился. Блин, ну вот видите как, ну некуда просто поставить. Вот такие маленькие прогальчики есть. Ну и все, не более того. Ой, туда ходил. Вот. Ну вот это не дело. Ну здесь прям поставлю и нормально будет. Сегодня взял, ребят, снегиря 4 талонг. Да, зимняя палатка, я ее не использую летом. У меня в ремонте. Ну, ФП-4 берег есть, но это огромная для одного. Раскладушечка, пошехонка. В общем, ну как-то вот так. Все, что. Как-нибудь тут сейчас ее выставим. Посмотрим. Тайга, тайга. Тайга, тайга. Так, где-то здесь у меня приколюхи были. Где-то приколюхи я ложил. Ага, вот они.
Так, ну что, вроде как-то, вроде более-менее, не знаю. Вот единственный момент, ребят, я под печку забыл фанеру постелить, чтобы она стояла. Потому что ножки все равно они протают. Надо ее как-то сейчас будет сразу по факту утопить ее до земли, чтобы она уже потом не шевелилась. Печка-то нужна по факту на часиков так 6-7. Ну, короче, поспать, кайфануть. Ладно, что. В ремонте моя на Лиме палаточка МФП-2 береговская. Маленькая, зонтик, чпок. Да это тоже вот огромная. Типа, ну, почему ее нельзя использовать? Ну вот, допустим, берег, ребята, универсальная палатка. Там есть москитка. Есть теплые полы, да, вот, то бишь ты ее комбинируешь, и как бы ты всесезонка, в общем. Данная палатка, она для зимы, в первую очередь, она маркая. Камуфляж все-таки, ну, он и так марается. Ну и здесь как бы не предусмотрено ни москитных сеток, ни, ну, как бы, ни того и ни этого. Соответственно, как бы это для зимы. Вот. Ну ладно, что, вариантов нету. Как бы зато с кайфом будем спать. Такие дела. Так, ребят, ну, короче, как-то так печку туда уронил, потому что, ну, она ночью все равно подтает и уйдет до земли. Тут откопаю просто сейчас и все. Ну, но это не подходит, ребят, не подходит для таких выездов. Это как-то, знаете, не то пальто, в общем. Ладно уж. Столик поставим сейчас. Красота будет. Чайку попьем. Вот пачку брикетов взял. Охота мне здесь. Порыбалить, охота, ребята. Что-то веревки какие-то. Так, изначально стол взял, думал, этот, хрень какая-то. Нет, ребят, нормальный столик. Пойдет. Пойдет так-то. Надо просто привыкнуть аккуратненько. И ничего. Приноровиться надо к нему. И все получается. И все получается. Ну, чехол, понятно, чехол говно, да. Вот тряпка. Опа. Не думал, что я в этом году с этой палаткой еще поеду. Кстати, вон, ребят, постоянно жалуюсь, что вот как-то, да, ну, нище. Получается, два входа здесь. Сетка здесь, сетка здесь. Еще два органайзера. Такая сумка. Такая сумка. Да, вот курки повесить. Вот, блин, никак. И вот, в общем, такие крючочки, ребят, смотрите. Что зашло, что они пластиковые, не железные.
как бы будут, ну, марать не будут. Вот. Допустим, подвесить что-нибудь, курточку тоже. Оп. И нормал. И нормалек. Не знаю, конечно, как эти кнопки себя поведут в дальнейшем. Ну, короче, лишними не будут, как говорится. Правильно? Курточку, что-то еще. Сразу зацеплю, пускай здесь будут. Накрою скатерть и буду праздновать. Вот так вот. Наливай. Ваше здоровье, ребята. Будем. 4 часа, 5. 5, да, уже. Ладно, сегодня так, с кайфом, короче. Ну, понятно, тут раскладушка, что полежал, печечка топится, что, конечно, тепло. Хорошо, ну, за зиму надоедают палатки, ребята. Если так порассудить, то очень много, ребят, ночуем. Недели, считай, недели. В Архангельске были, на Белом море, жили 5 дней. У Руслана сейчас был на Печоре. 4 дня жили. Первая лодка. Неделю. Так, если разобраться, за зиму, ребята, живешь больше месяца в палатке. Надоедает просто. Охота вот реально природы, берега, речки, шума. Да, конечно, снег такое себе встоять, но место, ребят, место мне здесь интересно. Надо попробовать постоять. Я здесь не один раз весной рыбачу. Сейчас, и когда еще вода вот спадет, откроется полка полностью, и вот там будем кидать. А так, красота. Что, донышки покидаем, потому что в прошлый раз я в 5 часов думаю, ну брошу, весна ранняя, вода холодная, как бы налим активничает, и даже и днем, мне кажется. Почему бы и нет? И третья донка ставлю, и вот там уже звенит. Так что может он и вечером клюет, а ночью вот у меня вообще ни одной поклевки не было. Кайфово, ребят, кайфово. Все равно это на природе дорого стоит. Мне кажется, сейчас многие бы позавидовали, да, и вот оказаться здесь просто даже. Ездил сегодня, ребят, заправлять мотор, лодку, и катался, в общем, я туда внизу, посмотреть, как обстановка с проездом на остров. Проезда нету, воды нету, мало воды. И у нас в этом сегодня поставили мост, понтонную переправу, соединили, в общем. Потому что здесь дежурят МЧСники, лодки, людей перевозят, школьников, ферма, молоко, фляги, в общем. Ну, короче, быстрее. И вот, видать, вода, походу, воды больше не будет, если они решили уже поставить. Ну, сейчас есть дорога, ребята. Через. На северах часто называют переправу, какую-то там ледовую переправу, мост через. Дорога через. Короче, дорога через стоит, ребята. Ладно. Связи только здесь нету. Вот хреново. Не позвонить, ничего такого, не пообщаться.
С одной стороны, наверное, и к лучшему. Так что вот так вот. Так что весновка под вопросом. Ну, не знаю. Чаечек бомба. Пойдем, да, что, швырнем 6 штучек, что тут бросить-то? Ну, здесь трава, наверное, будет много травы. Ну, без этого никак. Тут даже рогатульки, ребята. Рогатулечки даже есть. Не надо ничего выдумывать. Старенькие. Нормальные, хоть живые. Не высохли за лето. А то обломят. Ну вот здесь первая, вторая, третья. Видите, вот эта полка, она должна открыться, ребята. Продолжить. И потом придется мне вот так возвращаться. Потому что глубоко там не пройти в сапогах. Вот так вот. Копанул я червей. Червячков копанул. Вышли уже, ребята. Хотя и ночью морозы. В парничке немножко подсобрал на пару рыбалок. Так. Еще раз уже говорил, ребят, подонкам. Кому интересно, я ролик выпустил уже по поводу монтажов. И все с этим связано. Молодым, может, кому интересно, кто хочет заниматься такой рыбалкой. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Но это не 10 метров, ребят. Я больше метра отматывал. Вот так обматываю. Обычно прорезик делаю. Можно и вот так. Колокольчики тоже фиксирую вот. Петля в петлю так продеваю. Все. Обязательно вымотка обратно, чтобы как с катушки слетало все. Все. Насаживаем. Знаменитая банка, ребята. Сколько лет уже ей. Сколько уже ей лет? До хрена. Не знаю. Больше 5, наверное. Остатки дендробена и белый червь. Навозного не использую, потому что снасть жесткая. Здесь 250 грамм грузила. Жесткий удар об воду. И как бы навоз просто сорвет, ребят, с крючка. Он нежный. Использовать дендробену нужно. Или вот белого. Выползки вот эти, черноголовики вот эти, они тоже все подходят. Все классно. А так он маленький, большой. Нам нужно создать пучок. Нужно создать пучок. И все. Вот так вот как-то. Все. Здесь удобненько. Правда, зарастает тоже все. Ивняком, блин. Все, дома.
Основная яма вон здесь, ребята. Ну, видите, сейчас никак тоже не подойти к ней. Подкручивает здесь. Вот такие места надо сейчас искать. Повороты. Основная тяга идет с той стороны. Там течение ужасное. Там ни один груз держать не будет. А здесь, как бы видите, полка ровненькая. Ну вот как-то вот так. Так и жили, говорит, спали в росе, дети были.
ну все. Порядочек. Красотища на улице, ребята. Вообще сказка. Что-то, не знаю, сейчас перекусить или потом. Потом просто некогда будет. Если движуха начнется, не совсем удобно будет что-то кашеварить здесь, греметь. Вот как будто бы, возможно, сейчас что-то приготовить. Я картошки взял. Может, картохи пожарить. Что-то вообще особо ничего такого не брал. Хлеб, колбаски, чаек. Картошки там лук. Ну, короче, можно будет поджарить картохи, а потом уже разогрел да поел. Хотя картошку надо жареную, надо кушать, ребят, горячую. Это прям, да. Ну, в общем, как-то так у нас сегодня. Время у нас уже 6. Через полчаса пойду прокину донки. 23 минуты 6. Ну да, через полчасика пойду прокину, посмотрю, как обстановка, как трава, зацеп, не зацеп. Ну и в принципе уже 6 часов, уже возможно уже начинать рыбачить. Ну как начинать? Они уже рыбачат. Так-то если разобраться. Во сколько просто будет выход? Выход в любом случае будет. Мне кажется, здесь я без рыбы никогда не уезжал. 1-2, но все равно доставал. Самая крупная, она наша мощная на этой бровке было очень давно. Приезжал Серега с Кирова. Весна была. Уже тоже такой уже последний лед. На Налима мы жили тоже здесь. У меня здесь ряд желез стояло. Я тут штук 11, наверное, достал. Да. И был бонус 4400. Но это опять же с-подо льда. А это жидкая вода. Ладно. Дело маленькое наше. Сегодня тем более сейчас с палаткой. Вообще будем кайфовать. До часу, до 2, как обычно, постоим. Ну, потом я обычно ложусь спать. Часика 3 кемаря, 4. Ну, уже солнышко встает. Потом потихоньку собираюсь. Ну, в общем, как-то оно так. Решил пока, ребят, время есть, приготовлю я продукты, картоху почищу, лучок, потом просто пошинкую и пожарим. Потом, чтобы не заморачиваться, стемнеет, да. Картошка, картошечка, картошечка. Что-то прям захотелось себе жареной картохи. Не знаю, как вы, а я прям желание бешеное имею, как говорится.
Так, решил, ребят, перезабросить. Блин, на солнышке так тепло, а там у меня уже в тенечке-то прохладно. Тем более еще от снега. Так, посмотрим, что тут у нас, какие дела. Вот тут цепляется бровка. Слушайте, ну вроде как более-менее. Так-то, если разобраться. Вот тут, конечно, выдирать приходится. Это плохо. Выдирать приходится отсюда. Подъем этот. Поел, что ли? Кто-то поел? Тут поел, ребят. Мелочь какая-то. На песках-то тут и лес бывает попадается. Такое ощущение, что чуть-чуть как будто подальше можно было здесь меня бросить. Не знаю, нормально. Картошечку, ребят, поджарим. Красотишка. Обожаю картоху. Просто обожаю. Потому что в детстве на картохе жили. Наверное, из-за этого. А кто не любит картоху, ребят? Я думаю, все любят. Тем более своя. Не какая-то там дома выращена. Нам много и не надо. Чуть-чуть. Ужин. Хрустит аж. Скоро сажать. Ну как скоро? На севере-то, конечно, не скоро. Мы обычно... Мама день рождения 24 мая. Ну, плюс-минус. Где-то к этому. Короче, через 1,5 месяца еще только. Комары летают. Охренеть. Опа. Ну и замурчательно. Ну и замурчательно.
Картошку люблю поджаристую, ребята. Небольшой лайфхак, чтобы картошка была поджаристая, солить нужно в самый последний момент. Вот. И тогда будет она с корочкой. Если сейчас изначально сразу подсолить, соль даст влагу, картошка будет такая жарено-вареная. Вот. И многие, допустим, не знают вот этот момент. Как бы. Ну, многие не зажаривают. Кто как любит. Я вот люблю, чтобы была корочка. Сейчас вот буквально 15 минут переворачивать вообще не буду, чтобы корка была. А потом уже переверну, размешаю и добавлю лук. И потом в конце подсолим. Еще люблю добавлять сухой чеснок. Тоже мне нравится. Так что так. Комары, ребята, вы прикиньте, в апреле, а? Уже начинают жужжать, тайга. Скоро, блин, ребят, они вылезут. Скоро будет тут так не посидеть. Комарья будет мама родная. Да-да. Ну что, ребята, ужин готов. Хлебушек. Хитрый соус. Понятное дело, без него никуда. Колбаска. Сервелат. Сыровяленая колбаса. Верона, не знаю. Запьем чайком или сладеньким. Можно сладеньким. Давайте, ребят, со мной, как говорится. Сейчас мы сделаем фоточку. Фоточку, ребят, делаю для телеграм-канала. Понятно, сейчас через прокси, через всякие VPN. Макс канал сделал. Не знаю, кому интересно. Ну и также ВК, ребят, понятное дело. Публикую все это дело. Так что такие дела. Блогерские, ребята, телодвижения, как говорится. Где-то, ребята, присутствует. За рыбалочку, за отдых, за налима. Ну вот, поджаристая. Посолил в самом конце. Ну и понятно, лук, ребят. Лука очень много. Там на 4 картошины целая головка лука. Лук я люблю, тоже обожаю. Вот. Посмотрим, что сегодня покажет рыбалочка. Покажет вообще она или нет. Не в магазин пришли, сами знаете. Ну,
Место это, я верю, должно позвенеть. 2-3 хвоста. Да, налим, конечно, не радует в последнее время. Ну, как-никак рыбалка. В данный момент как бы сейчас ждать еще очень долго. Ну, я имею в виду летнюю рыбалку там, да. Фидер, там, поплавок, спиннинг. А я уже, как-никак, ребят, на воде. Движуха. Занимаюсь любимым делом. Давайте будем. Ну-ка. Она, ребята. Это оно. Угу. Это оно, ребята. Так, ну что, 18:35. Сейчас поужинаю и начнем. Обычно я так не делаю. Ну, что-то сегодня так решил. Думаю, покушаю, а потом уже будем рыбалить. Даже майонез не буду добавлять. И так все замечательно. Все вкусненько. Молочка бы еще. Во! С молочком вообще, ребята, песня. Красотища, ребята. Так, ладно. Перезаброс. Рябчик где-то поет. Начинаем. Наш выход, как говорится. Это рыба, ребята. Причем белая. Ельцы. Я думаю, кто тут жрет? Елец. Красавец. Хорошенький. Вот он. Ельчик. Вот здесь всегда вот они на мелководье гуляли. Вот таких зимой, конечно, на удочку. Кстати, был на Печоре. У них такой рыбы, кстати, вот нету. Может, где-то попадается, но фишка в том, что пожевана вот тут на мелководье. Первая рыбка, ребята. Видите, крючки большоваты для такой рыбы. Тут, если заниматься, надо закидушки и поводочки поменьше и крючочки соответствующие. Тогда вот можно половить. Ну так в прилове, видите, попадается, нет. Хотя он тоже еле сидел уже. Ну ладно. Нормальный ельчик. Ну сейчас они отойдут. Сейчас потемнеет и налим выйдет. Белая рыба отойдет. Ну, к утру опять же они вернутся. Мелко донребена. Все, в ход идет. Всегда здесь попадались.
Тут можно еще донку одну было поставить, но я уже не стал. Там, видите, кусты затоплены. Скорее всего, снесет, и я просто зацеплю ее. Вот так вот. Тут даже можно дальше кидать. Видите, донка сразу встала. Там глубина максимум 1,5 метра. Вот так вот. Вон травы сколько. За 2 прохода. Утром будет горка. Даже красноватые такие плавнички. Это ельчик. Ну, в регионах по-разному называют. Но это не чебак, ребят, это не сорога, не ясь, не голавль. Это рыба-елец. По коме, кстати, у нас есть свой национальный язык. По коме называется рыба-мык. По коме. Так, ну что, с почином. Там была поклевка. Ой, какой закат, ребята. Мама рон. И в яме-то еще понятно, такая рыба не будет ходить. А вот на мелководье вот она гуляет. И Налим пойдет за ней давить ее. Ему проще поймать ее в мелководье, нежели в яме, где я вот первый раз стоял. Все, круто. Ждем первую поклевку, ребят, Налима. Вот тут все жеванное. На пляжах и лес, походу, еще ребята долбит. Не почему еще, что ли? О, крючки все пустые. Эти головы я не убираю. Довесок мяса пускай висит. Пока не клюет. Тишина. Пока, ребята, тишина, блин. Слово совсем. Ну, только рыбалка начинается. Капанчика повесим.
так вот. Так, ребят, ну что, очередной проход. 9 час. Пока тишина. Налим пока себя не проявил. Мелочь бьет и лес походу. Ну там с такими крючками делать нечего. Ну, чувствуется мороз. Вон. Нас начинает замерзать. Уже пар пошел. Наверное, уже около 0. Может -1 даже. Но черви пока еще не замерзли. Поклевок пока нету. Ну ждем, что? Ждем. Тайга. Тишина, ребят, пока. Зато кайфово, тепло. У меня дверь нараспашку. Печка шает потихоньку. Да. Не, ну комфорт есть комфорт, конечно. Тут уже по-другому ничего не скажешь, ребята. Или у костра уютиться, как в прошлый раз. Или сидишь, светло, столик, раскладушка, да. Даже такой минимальный комфорт уже. Ну, можно, ребята, обогащать палатку. Очень много. Сейчас есть кухни встроенные, которые продаются. Зарядки, станции, эти всякие автономки. Блин, сейчас, как говорится, кто как гораст. Я уже знаю, что и телевизоры вешают, и смотрю, там уже и PlayStation, короче, играют. Ну а чё бы нет, конечно. Можно балдеть, можно кайфовать. Так, зарядилось у меня все. Ну и отлично. Блин, нужен первый дзен, ребята, срочно. Нужен первый дзень. Ждем. Снег, ребят, сейчас. Это не снег. Это просто кристаллики льда. То есть это лед. Снег превратился в лед. Вот такие кристаллики. Вот почему по нему ходишь. Потому что он склеивается. Он прям грубый лед. Реально лед. Наст. Очень вредный для мотособаки. Ну, для волокуши получается. Волокуша очень стирается, как от наждачную бумагу. Да, это просто уже лед. Не снег. О, ребята, налим. Налим Никодим. Сейчас, брат, подожди-ка. Быстренько. Сейчас сниму все это. Порох весь этот. Вот на меляк выходит рыбка. Налим, ребята. Никодим. Опа. Давай, братика. Беги. Ну. Чё ты не бегишь? Бегишь? Давай.
Дай там еще червей. Пошел. Змеюка. Малышки. Карандашки. Ну и мороз, ребята. Прошлую ночевку я как-то отзимовал. Что-то сейчас мне желания никакого нету. О, бетон. Палатка, ребята, кайф. Не, все же круто. Палатка — это все-таки кайф. Червь заношу. Чайку попьем сейчас. И спать ляжем нафиг. Да ништяк, ребята. Блин, вообще нисколько не жалею, что палатку взял. Хоть эту огромную, но футболки. Можно спать. Последние 3 брикетина закинул, кстати. Ну, я просто закрыл юшку. Сейчас шаять будет, до утра хватит. Не клюет нифига. Ну ладно. Наше дело налимное, ребята. А на такое, ну, клювало бы, да, старался. А тут нифига. Ну, время что уже? 2 час. Буду спать. Так что все. Давайте, ребята. До сегодня уже. Ой, ништяк. Красота. Да. В тайге что-то, ребят, творится непонятно. Что-то все ломается, все хрустит. То ли лоси, то ли медведь там бьется. Петарда где-то была, у меня надо взорвать. Что-то опасная какая-то тема. Не первый раз уже слышал. Да, набахнуть походу, да. Да спать ложится. Попроще будет.
Ребята, вы когда-нибудь просыпались от того, что вас птицы просто разбудили? Я думаю, многих нет. Дело в том, что здесь, деревья вот эти небольшие, и здесь мелкие птицы как бы живут, наверное. И просто, я не знаю, тысяча разных звуков. Это очень круто, на самом деле. 5 утра, ребята. Блин, песня. Утро, конечно, на реке, ребят, это еще круче, чем закат, мне кажется. Закат, когда все утихает, наступает ночь. А здесь, наоборот, когда все просыпается. 5 утра. Сейчас перезакину донки, ребят, потому что спал и слышал, пару раз кто-то дерябнул. Именно вот здесь. Не там, а именно здесь. Возможно, налимчик сидит. Но рыбалки нету, видите. А вот, да. Вот она, ребята. Она себя показывает. Так что будем доставать. Перезакинем. Сейчас с утра может язёк бахнуть. Будем потихоньку заниматься марафетом в палатке. Такие дела. Я не спешу никуда. На реке холодно. Был заморозок, ребята, все замерзло опять. У нас как бетон. А вот эта доночка, ребят. Кто-то живет тут, сидит. Стащила так изрядно ее. Ну вот она и дерябгала, да, потому что не звенела. Если бы звенела, я бы выбежал. Я что-то раз глаза открою. Трынь. И тишина. Думаю, ну ладно. Трынь. Тишина. В общем, походу мелкий налимчик. Ладно, будем брать. Ребят, делаем ставки. Че, кто тут у нас? Кто тут у нас? Корягу вижу. А, ну понятно. Там то же самое, что ночью. То же самое, что ночью, ребята. Вот то и качает еле-еле. Душа в теле. Иди сюда, бродяга. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 друг. Желтый, песчаный. В зависимости, ребята, где живет, по нем видно. Если темный, где-то корягах живет. Если песчаный, на песках живет. Вроде не сильно заел. Попытаюсь я его освободить. Но очень тяжело, ребят. Налима высадить. Освободить. Да вам, бродяга. Извини, конечно, что так. Ну как-то так. Ну вот такой налим, ребята. На завтрак, ребята, вот такой творожник. Булочка такая. Нравится мне. С чаечком. Че, там червей нету. Ну так, куски. С утра уже елец, походу, походил. Ну вот тут. Не могу понять, ребят, что надо. В принципе, и вода-то, и место-то. Бывало, что здесь как раз вот травы не так много сегодня, вот, а вот бывало, что прям грозди вот такие метровые висят, и налимы попадались. Ему не мешало, как бы. Не знаю, или нету налима здесь.
Я когда жерлицы здесь ставил в надежде на налима, у меня тоже в плане налима ничего не показало. Щука попалась, а вот налим нет. Скорее всего, просто нету тут. Ну, точку надо было наведать. Даже в снегу. Думаю, ладно, надо попробовать. Не попробуешь, не узнаешь. Вот так и буду по точкам сейчас кататься. На какой-то точке все равно найдем. Ладно, я не унываю. Все равно с кайфом. Сегодня спал, отдыхал. Тепло. Короче, поваляю сейчас еще, наверное, полчасика. Да буду прибираться. Посуду помою. Пока, в общем, не везет, ребята. 2 шнурка. Опачки. О, опачки. Опачки. Где были у бабушки? Ё-моё. Так, нас тут несет не туда, куда надо. Нам от Седова надо. Нам надо от Седова. Ну что ты, кормилец, задавай. Твой выход. Красота. Ну все, ребят, закончил рыбалочку, собрался потихонечку, все. Вот такой выезд, ребят. Очередной весенний поход. Сейчас их будет очень много. Ну, стараюсь пройти все свои точки. Ну, самые еще, ребят, лайтовые такие, рыбные, они еще под водой. Вот, хотя это тоже точка бывало-давала, одна из любимых моих, но налим не гулял. Ну, как-то так, ребят. Если вам нравится такой формат, один на реке,
Понятно, что без рыбы, видите, ребят, ну я в поисках, надо искать. И это не просто так сходить на прогулку, там, поставить фотоловушку, это, ребят, целая ночевка, как ни крути. Очень интересная рыбалка. Почему один на реке? Да потому что никто не занимается в данном районе, ребят, такой рыбалкой. Вот. Погодка шикарная. Поедем домой. Так что, ребят, давайте на связи. Кому понравилось, поставьте лайк, будет приятно. Все, увидимся. Baker phone.